Бисмилля, альхамдулиллах, вассалату вассаляму аля расулиллах, ва аля алихи ва сахбихи ва ман валях. Аллахумма алимна ма янфа'на ва анфа'на бима алламтана ва зидна ильма. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. На прошлых своих уроках мы с вами говорили о правах людей, которые окружают нас. И на прошлом уроке я завершил эти лекции, то есть мы последние на прошлом уроке поговорили о правах соседей и о правах братьев, то есть о правах мусульман по отношению друг к другу. И сегодня у меня завершающая лекция, то есть последняя лекция. И я бы хотел ее посвятить, то есть, как я сказал, мы уже закончили вот эти лекции, которые были у нас относительно прав Аллаха Субханаху ва Тааля, прав родителей, прав соседей, прав родственников, прав детей, прав мусульман по отношению друг к другу. И сегодня уже я хотел бы, как последний урок, поговорить о теме, которая касается книги Аллаха Субханаху ва Тааля. Хотел бы поговорить о заботе Корана. Хотел бы поговорить об отношении к Корану. Ведь этот месяц Рамазан, в котором мы с вами сейчас находимся, это месяц Корана. Как Аллах Субханаху ва Тааля сказал в суре Бакара: «Шахру Рамадан, аллази унзиля фихи л-Корану худан лин-наси ва баййинатин миналь худа валь-фуркан». И месяц Рамазан, в который, это тот месяц, в который был ниспослан Коран. То есть и Коран, Аллах Тааля описывает, что такое Коран, говорит худан лин-нас, это прямой путь для людей, ва баййинат, и разъяснение. И поэтому, как мы сказали, месяц Рамазан является тем месяцем, в который был ниспослан Коран. И в этот месяц мы должны больше, как мы уже до этого также говорили, что в этот месяц мы должны больше уделять время поклонению. А чтение Корана, изучение Корана – это является поклонением. Ведь это что такое Коран? Коран – это речь Аллаха Субханаху ва Тааля. Это слова Аллаха Субханаху ва Тааля. И книга Аллаха – это путь к богобоязненности и любви Всевышнего Аллаха. И она ведет к тому, что наиболее правильно. И Али, радийаллаху анху, сказал относительно Корана, Али, радийаллаху анху, сказал о Коране: это советчик, который не обманывает, проводник, с которым не заблудишься, рассказчик, который не лжет. Любой из тех, кто проведет время в обществе этого Корана, непременно встанет с увеличением и уменьшением. Его приверженность прямому пути увеличится, а его слепота уменьшится. И знайте, что он, то есть Коран, заступник и обладатель заступничества, говорящий и подтверждающий. За кого заступится Коран в судный день, тот не останется без заступничества. Ибо поистине в судный день воззовет глашатай и скажет: поистине каждый пахарь сталкивается с трудностями, и его постигает испытание, кроме пахарей Корана. Так будьте же пахарями Корана, его последователями. Ищите в нем путь к вашему Господу, ищите у него совета, ведь это лучший советник. Как вам справиться с собственной душой? И считайте любое из ваших мнений сомнительным до тех пор, пока его не подтвердит Коран. И пусть это поможет вам справляться с собственными страстями. Посмотрите, насколько Коран
должен быть внедрен в нашу жизнь. Это должен быть нашим, Коран должен быть нашим советчиком. Коран, это слова Аллаха, это советчик, он должен быть нашим советчиком. Он должен быть нашим рассказчиком. Это рассказчик, который не лжет. Это прямой путь. Это слова Аллаха Субханаху ва Тааля. И, к сожалению, в наше время многие оставляют Коран. Они не придают значения чтению его аятов, не придают значения чтению Корана и не размышляют над аятами Корана. Они не исполняют веления Корана и не соблюдают его запреты и установленные им границы. Даже если и читают его изредка, то кладут на полку повыше, подальше, берут его очень редко. И поэтому мы должны читать Коран, стараться его читать больше, но не только читать, но также мы должны стараться понимать его. И третье, мы должны стараться жить по тому, что там написано. Ведь есть такие люди, которые часто читают Коран или даже знают его наизусть, однако они не ведут себя согласно Корану. Не ведут себя согласно Корану, согласно тому, что там написано. Не приобретают благородных качеств, которые Коран восхваляет, не чувствуют, как велика милость Аллаха к ним, и не делают того, к чему побуждает их Коран. Когда смотришь на таких людей, всегда вспоминаешь слова Умара ибн аль-Хаттаба, слова Абдулла ибн Умара, радийаллаху анхума. И он сказал, сравнивая первых мусульман с последующими поколениями, он сказал: некоторые достойные и благородные сподвижники посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, знали наизусть всего лишь одну суру из Корана, или около того, однако они поступали согласно Корану. А представители следующих поколений этой общины читают Коран, однако они не поступают согласно ему. И здесь должна быть какая-то середина. Человек должен читать Коран, за это есть награда, это поклонение Аллаху Субханаху ва Тааля. Чтение Корана – это спокойствие. При чтении Корана душа человека успокаивается. Но также человек должен стараться понимать то, что он читает. И также он должен поступать по тому, что написано в Коране. То есть следовать словам Аллаха Субханаху ва Тааля, а не так, что просто читает, но не следует им. Богобоязненные верующие из числа наших предшественников ценили Коран по достоинству. Хасан ибн Али, радийаллаху анхума, сказал: те, которые жили до вас, считали Коран посланиями от своего Господа, и они внимательно читали эти послания по ночам, а днем поступали согласно им, связывая с ними свои помыслы и сердце. А те, которые пришли после них, считали чтение Корана достоинством и почетом. Ибн Салях, да помилует его Аллах, сказал: чтение Корана – это почет, который Аллах оказал человечеству. Сообщается, что ангелам не было даровано ничего подобного, и что они стремятся услышать его от людей. И верующий человек – это тот, он должен быть таким по отношению к Корану, то есть верующий человек должен быть по отношению к Корану, он должен читать, он должен заучивать Коран,
но также он должен размышлять над его аятами и поступать согласно им. И о достоинстве Корана можно приводить много хадисов. И один из таких хадисов передается от Усмана, радийаллаху анху, который сказал, это известный хадис: «Хайрукум ман та'аллама аль-Кур'ана ва аллямах». Лучшим из вас является тот, кто учил Коран и обучал ему других. Лучшим из вас, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, лучшим из вас является тот, кто учил Коран и обучал ему других. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, также сказал о достоинстве того, кто изучает книгу Аллаха, о достоинстве того, кто читает книгу Аллаха. И он сказал: «Инна лилляхи ахлина минан нас». Факиля: «Ман ахлю Аллахи минхум?» Каля: «Ахлю аль-Кур'ани хум ахлю Аллахи ва хассатух». Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Поистине у Аллаха есть приверженцы из числа людей». То есть ахлин, здесь слово ахль используется, как семейство можно сказать. Инна или обладатель, да? У Аллаха есть приверженцы из числа людей. Люди спросили: кто же они, о посланник Аллаха? Кто эти люди? И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: это приверженцы Корана, это приверженцы Корана, это обладатели Корана, это ахлюль Коран. И они являются приверженцами Аллаха и Его приближенными. То есть приверженцы Корана, те, кто придерживается Корана, те, кто читает его, изучает, живет по нему, они являются приверженцами Аллаха и Его приближенными. И этот хадис передал имам Ахмад. Эти хадисы подтверждают, что приверженцы и знатоки Корана – это лучшие люди. И как мы сказали, человек, который изучает Коран, приверженец Корана, он должен читать его, он должен учить Коран, заучивать книгу Аллаха Субханаху ва Тааля и также следовать тому, что там написано. Ибн Аббас, радийаллаху анхума, сказал: передает слова посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, который сказал: поистине Коран встретит своего обладателя в день воскресения. В судный день Коран встретит своего обладателя, того, кто заучивал его, того, кто читал его, того, кто жил по нему, когда его могила развернется в образе изможденного человека и скажет ему: узнаешь ли ты меня? И человек скажет: нет, я не узнаю тебя. Тогда он скажет: я твой товарищ Коран. Я вызывал у тебя жажду в полуденный зной, и я лишал тебя сна по ночам. И поистине положение каждого торговца таково, какой была его торговля. И поистине сегодня я заменю тебе всякую торговлю, и ему будет дарована власть в правую руку, а вечность в левую. На голову его возложат венец величия, а его родители будут облачены в одеяния, подобных которым нет в этом мире. Они спросят: за что нас облачили в это? Им скажут, этим родителям: за то, что ваш сын обучился Корану. А потом ему скажут, этому человеку, который был из числа тех, кто изучал Коран, читал его, заучивал его и жил по нему. Ему скажут: читай и возвышайся в степенях рая и его покоях. И он будет возвышаться до тех пор, пока будет продолжать читать как обычным голосом, так и нараспев. И этот хадис передает Ибн Маджа. И в этом хадисе
были упомянуты родители того ребенка, который заучивал Коран, который жил, который читал Коран, который заучивал Коран, который изучал Коран. И смотрите, как Аллаху Субханаху ва Тааля возвысит не только самого человека, который читал Коран, да, который изучал, который учил Коран, но Аллах Субханаху ва Тааля также возвысит родителей этого человека. И обращаясь к родителям, этот хадис, эти слова посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, они должны мотивировать нас. Это должно быть толчком для того, чтобы мы начали. И мы должны уважать мусульманина, дожившего до седин, справедливого правителя и носителя Корана. То есть мы должны, как мусульмане, уважать старших из нас. Мы должны уважать справедливых правителей, и мы должны уважать носителя Корана. И это относится к возвеличиванию Аллаха Субханаху ва Тааля. И в одном из достоверных хадисов посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, передается, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: к возвеличиванию Аллаха относится почтительное отношение к мусульманину, дожившему до седин, знающему Коран и не допускающему ни излишеств, ни нерадивости в нем, в своем отношении к нему, а также почтительное отношение к справедливому правителю. Этот хадис передал Абу Дауд. И человек, который много читает Коран, размышляя над его аятами, заучивает их наизусть, этот человек не теряет время даром. Он использует время правильно, он использует время с пользой, и за это ему воздастся в судный день. И если мы будем приводить хадисы относительно заучивания и чтения Корана, то можно приводить очень много хадисов. Некоторые из них мы уже привели. И приводится также от Ибн Мас'уда, радийаллаху анху, он говорил: поистине эти сердца сосуды, так наполняйте же их Кораном, и не наполняйте их чем-то иным. Это слова Ибн Мас'уда, радийаллаху анху. И также передается слов Абдуллаха ибн Амр ибн аль-Ас, радийаллаху анхума, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: тому, кто знал Коран, будет сказано, этот хадис мы уже приводили, еще раз приведем: читай, к тому, кто знал Коран, будет сказано, кто заучивал Коран, ему будет сказано в судный день: читай, восходи и отчетливо произноси слова, как делал ты это в земной жизни, и поистине место твое будет соответствовать последнему прочтенному тобой аяту. Также известный хадис, также он передается от Ибн Мас'уда, радийаллаху анху, который передает, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: тому, кто прочтет хотя бы одну букву из Корана, тому человеку, который прочтет хотя бы одну букву из Корана, запишется одно доброе дело. А за каждое доброе дело воздается 10-кратно. То есть каждое доброе дело, оно увеличивается 10-кратно. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, продолжив, сказал: и я не говорю, что алиф, лям, мим – это одна буква. Нет, алиф – это буква, лям – это буква, и мим – это буква. И этот хадис передает имам Бухари. И смотрите, какую большую награду человек получает, какую большую награду получает читающий Коран. За одну лишь прочтенную букву человек получает одно доброе дело, которое увеличивается 10-кратно. Но, как мы знаем, в месяц Рамазан
эти награды увеличиваются еще больше. И я призываю в этот месяц, месяц Корана, месяц, в котором был ниспослан Коран, в месяц, в котором есть Лейлатуль Кадр. Аллах Субхану Тааля сказал: «Инна анзальнаху фи лейлатиль кадр». Поистине мы ниспослали его в ночь предопределения. То есть это Коран. Мы ниспослали Коран в ночь предопределения, который в месяц Рамазан. И если мы будем читать Коран, мы будем получать много награды. И эта награда будет увеличиваться, особенно в месяц Рамазан. И хочу закончить свою лекцию таким интересным наблюдением, которое я слышал от своего учителя, который говорил, что с чем бы Коран не связывался, с чем бы книга Аллаха не связывалась, эта вещь приобретает дараджа, эта вещь возвышается. И посмотрите, может быть, уже вы это слышали где-нибудь, да? Мне это рассказал мой учитель. Он говорит, Коран был ниспослан умме Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Она была ниспослана пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям. И пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, был кем? Лучшим из пророков. И ведь Коран это была му'джиза пророка, саллаллаху алейхи вассалям, это было чудо, это му'джиза. И пророк, мы сказали Коран, с чем бы Коран не связывался, дараджа, то есть эта вещь возвышалась. И Коран был ниспослан пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям, и пророк, саллаллаху алейхи вассалям, был лучшим из пророков. Коран ниспослался через Джибраиля, алейхиссалям, через ангела Джибраиля. И Джибраиль был лучшим из ангелов. Коран был ниспослан в месяц Рамазан. И месяц Рамазан стал господином всех месяцев. Коран был ниспослан в ночь предопределения Лейлатуль Кадр. И это лучшее из ночей, которые есть. Лейлатуль Кадри хайрум мин альфи шахр. Ночь предопределения лучше, чем 1000 ночей. И смотрите, с чем бы Коран не связывался, степень этой вещи возвышалась. Ночь, в которой был ниспослан Коран, это лучший из ночей. Месяц, в который ниспослан был Коран, это лучший из месяцев. Тот, кому был ниспослан Коран, Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, это лучший из посланников, лучший из людей. Община, для которой был ниспослан Коран, община пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, стала лучшей из общин. И смотрите, с чем бы ни связывался Коран, эта вещь становится лучшей. Степень этой вещи поднимается. И если мы свяжем свою жизнь с Кораном, не станет ли наша жизнь лучшей? Если мы будем жить по Корану, следовать ему, читать его, изучать, заучивать, воспитывать наших детей на нем, разве это не будет лучшим воспитанием? Разве это не будет лучшей жизнью? Разве это не будет лучшим временем? И как мы сказали, что привели хадис, который передает Усман ибн Аффан, радийаллаху анху, лучшим из вас является тот, кто изучает Коран и обучает ему других.
И читающий Коран также должен помнить, что за это он получает великую награду. Он читает слова Аллаха Субханаху ва Тааля. Это является успокоением, это является излечением. Как Аллах Субханаху ва Тааля сам об этом в Коране сказал. И также передается от Ибн Аббас, радiyallahu анхума, слова посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, который сказал: «Тот, в сердце которого нет ничего из Корана, подобен разрушенному дому». Если человек не будет связывать свою жизнь с Кораном, не будет читать его, заучивать, не будет следовать ему, не будет жить по нему, то его жизнь, она будет разрушаться, как слова посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, который передал Ибн Аббас, в которых говорится: «Тот, в сердце которого нет ничего из Корана, подобен разрушенному дому». Субханак Аллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илляха илля анта, астагфирука ва атубу илейх. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.